Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 83 рубля 55 копеек. Евро остановился на отметке 93 рубля и 60 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Сбербанк за 88 рублей и 46 копеек. А продает по лучшей цене Газпромбанк за 93 рубля и 25 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня также у Сбербанка за 98 рублей и 35 копеек. Продает по лучшей цене Газпромбанк за 104 рубля и 18 копеек. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил проработать дополнительные меры по привлечению инвесторов в ДФО. На совещании по подведению итогов работы за год и приоритетным задачам также обсудили механизмы развития социальной сферы. Так, Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации, говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас в рамках территории опережающего развития на Дальнем Востоке реализуют 562 инвестиционных проекта. Объем инвестиций по соглашениям составит почти 4,5 триллионов рублей. Из них фактически вложено 1,5 триллиона рублей. Создано 49,5 тысяч рабочих мест. Центробанк вводит новые послабления для банков по соблюдению лимитов открытых валютных позиций. Эти меры будут действовать с 18 февраля по 1 июля. Банк России в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение устойчивости финансового сектора, вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями размеров открытых валютных позиций для облегчения адаптации банков к сложившейся ситуации, говорит в сообщении. Банк России сообщает, что не будет применять и кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах. Суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующие позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях. Гражданам России рассказали о последствиях санкций, введенных против российских банков. При этом, как подчеркивают специалисты, вкладчикам, находящимся в стране, нечего опасаться. Все платежные операции онлайн и через банкоматы работают в штатном режиме. Продолжит Сарглан Ньюстроев. Сегодня больше всех от санкций пострадали держатели счетов за рубежом. Представители санкционных банков предупреждают, в странах, поддержавших эти запретные меры, лучше снять наличные. Все транзакции MasterCard и Visa заблокированы. В свою очередь для тех, кто пользуется услугами ВТБ, Сбербанка, Открытия, Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Внутри страны никаких ограничений нет. Связано это в первую очередь с тем, что все платежи внутри государства проходят через национальную систему платежных карт. Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме. Менять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера, как и раньше. Клиентам ВТБ доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. В полном объеме доступен обмен валюты. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме. Тем не менее, отмечается значительный рост спроса на выдачу наличных денег среди граждан. Специалисты уверяют, санкционные банки готовы удовлетворить потребность клиентов. Так, например, в штатном режиме работают все отделения Сбербанка и ВТБ. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций. Между тем, опрос показал, большинство якутских вкладчиков на санкционные меры реагируют спокойно и без паники. Никаких очередей у банкоматов, только явное напряжение. Чего ждать дальше?
Если у нас есть вклады, его нужно вложить на какую-нибудь, ну, на недвижимость, либо там купить автомобиль, ну, в общем, приобрести что-либо, чтобы сохранить капитал свой. А если просто взять и наличные держать под подушкой, ну, конечно, это рискованно. Я абсолютно спокоен, даже вот положил деньги. Ну, не думаю, что это как-то сильно коснется именно нас, обычных рабочих. Ну, я предпочитаю пока ничего не делать, потому что сейчас первое время в эти дни это панические действия. Я думаю, что все равно ситуация стабилизируется. Стоит отметить, что теперь возможность приобрести товар за рубежом значительно уменьшилась. Страны, поддержавшие санкционные меры, попросту не принимают оплату визой или MasterCard. А это значит, что о глобальном шопинге можно забыть на неопределенное время. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Комитет Госдумы по бюджету подготовит с Кабмином пакет мер поддержки российских компаний. Центробанк России делает все, чтобы минимизировать последствия от введенных санкций, отметил глава по бюджету и налогам Андрей Макаров. Можно с уверенностью сказать, что Банк России подготовился к введению ограничений в отношении банковского сектора нашей страны. Российская банковская система стабильно имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны, отметил Макаров. Между тем, в связи с распространением непроверенных сообщений в соцсетях и мессенджерах, а также недостоверной информации в Якутии, заработала горячая линия. Операторы помогут проверить достоверность тех или иных сообщений, уточнить информацию об изменении цен, транспортном сообщении, в том числе авиаперелетам. Позвонить по номеру 8 800 160 59 можно уже сейчас. Напомним, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, публичное распространение под видом достоверных сообщений и заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги. Предписание начало действовать сегодня. Подлинность документа, копию которого распространили телеграм-каналы РБК, подтвердили 2 источника на финансовом рынке. В издании добавляют, что брокеры должны будут направить регулятору отчет о приостановке операций в течение 5 рабочих дней с даты направления предписания. Ряд ограничений в отношении российских банков, а также колебания курса иностранной валюты никак не повлияло на ценообразование на продукты, технику и ряд сопутствующих товаров. По словам предпринимателей, которые занимаются реализацией иностранной техники в столице, цены на их товары не выросли. Поставщики пока еще не подняли цены, а дилеры сообщают, что российский рынок пока стабилен. Представители бизнес-сообщества региона говорят, что это временный характер и поводов раскупать массово технику смысла нет. Но сейчас мы цены не поднимаем, потому что мы получили товар, так сказать, ранее, до того, как начались повышение курса валюты, да, поэтому, в принципе, у нас договоренность с поставщиками, основными, с кем мы работаем, там 4-5 фирм крупных, которые, в общем-то, они поднимают цены в Москве и рекомендуют нам. То есть мы работаем по рекомендованным розничным ценам. То, что продается в Москве или продается в Якутске, цена одинаковая. Поэтому это не мое решение там сегодня поднять цены. То есть нам предлагает фирма-поставщик. Но на сегодня ни одна из фирм-поставщиков нам не дала команду на повышение цен. Поэтому, в принципе, у нас цены остаются в тех рамках, которые были месяц назад и полгода назад. В Нерюнгри компания «Колмар» заявила о готовности принять беженцев из Донбасса. Еще с 18 февраля власти Донецкой и Луганской народных республик эвакуируют мирное население со своей территории в российские регионы из-за обострения ситуации на Украине. Кого ждут у себя на предприятии угольщики, расскажет Ирина Кичигина. Она выходит с нами на прямую связь. Ира, приветствую. Передаю тебе слово.
Здравствуй, Сергей. По поручению временно исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна определяются регионы, готовые принять на своей территории эвакуированных людей. Колмар, являясь одной из самых крупных угледобывающих компаний страны, готов оказать содействие региональным властям и предоставить рабочие места и разместить у себя беженцев. Кого и на каких условиях готова принять у себя компания, нам рассказал заместитель генерального директора компании Павел Андрющенко. Ну, мы все сами наблюдаем, конечно, с болью то, что происходит на Украине. Поэтому компания «Колмар» в связи с этими событиями готова оказать всякую помощь в размещении, перевоза сюда беженцев с Украины. Вот. На сегодняшний день в компании имеется в наличии 1180 вакансий. Из них 700 человек – это подземные рабочие. Плюс требуются рабочие на фабрике и на открытые горные работы. Особым дефицитом пользуются ремонтные работники, это слесаря, механики. То есть компания «Колмар» – это у нас на сегодняшний день лидер в добыче коксующих углей, поэтому мы готовы людей привести, разместить, трудоустроить. В компании действует ряд социальных пакетов. Это как и оплата проездов в отпуск, как и санаторно-курортное лечение. Имеется на фонде компании и квартиры для размещения, также общежития и для одиночных работников, и для семейных работников. Поэтому все задачи, которые будут поставлены по размещению и трудоустройству для компании, мы выполним. Также после трудоустройства работники смогут воспользоваться всеми гарантиями и компенсациями, предусмотренными трудовым и коллективным договором. Сергей? Ирина, спасибо. Это была наш корреспондент Ирина Кичигина. Ну а мы идем далее. В Алданском районе тоже начинается сбор гуманитарной помощи. И вот что нам рассказала руководитель организации Дарья Добро. С завтрашнего дня уже начинается прием сбора гуманитарной помощи. Он будет открыт в городе Алдан, улица 1 квартал, дом 6. С 12 до 3 часов мы принимаем гуманитарную помощь от населения. Хочу сообщить, что уже поступают звонки о том, что люди с радостью помогут. И у меня уже полный багажник новых вещей, вот, и которые, естественно, пойдут для беженцев, в помощь для беженцев. Что принимаете, кроме вещей еще? Каков список? Продукты питания. Естественно, все должно быть с длительным сроком хранения, потому что мы пока не знаем, сколько мы будем собирать эти продукты, эту помощь. Вот. И канцелярские принадлежности, потому что там и дети будут. Вот. Игрушки, предметы первой необходимости, постельное белье, посуда. И будем рады, конечно же, любой помощи. Вы, как ваша организация и вы лично относитесь к тому, что происходит на Украине? Конечно же, мы переживаем за то, что там происходит, и мы делаем все, что, вот с нашей стороны, все, что мы можем. Как можем, так и помогаем. И если другие откликнутся, то, конечно же, будет хорошо. Будем очень рады. В Якутске тоже организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый желающий может протянуть руку помощи и сделать добро для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время в пункте заняты более 10 добровольцев, организовано дежурство от членов общественной палаты и добровольческих организаций. На сегодня помощь оказывают обычные горожане и предприятия. Подробнее расскажет Ульяна Шагина. Все мы знаем, что с 22 февраля здесь, в центре волонтерства по адресу Орджоникидзе 10, открылся пункт для сбора вещей, медицинских товаров для беженцев из Донбасса. Мы видим, что якутяне активно подключаются, везут детские товары, каши, сухое молоко, одежду, а также медицинские товары. Есть и предприниматели, которые коробками несут постельное белье, игрушки, а также
также одежду для тех, кто сейчас находится в беде. С утра уже при нас 2 человека привезли, допустим, медицинские товары, а также одежду. В общем, якутяне подключаются, не оставляют людей в беде. Рядом со мной сейчас руководитель волонтерского центра. Илан, добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите, пожалуйста, насколько якутяне оказались активными вот в этой работе? Ну, на сегодня у нас действительно в такой ситуации в стране, да, когда нужна помощь, наше население опять-таки не стало в стороне и оказывает посильную помощь нашим друзьям, беженцам, да, из Донецких и Луганских народных республик. Например, вот сегодня компания «Рекрут» принесла антисептики, перчатки, да, то есть маски медицинские. И это действительно показывает о том, что наше население, наши предприниматели активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Ну а я напомню, что помимо гуманитарной помощи на сайте Красного Креста якутяне также могут вносить и финансовую помощь. Здесь пункт на Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 утра до 8 вечера. Так что все те, кто не хотят оставлять своих братьев, людей, которые сейчас находятся в беде, могут принести сюда гуманитарную помощь, которая обязательно дойдет до тех, кто сейчас в этом нуждается. У меня на этом все. Передаю слово коллегам. Якутия 3-й год улучшает позиции в нацрейтинге «Инвестклимата». Глава Якутии А.С. Николаев принял участие в совещании по подведению итогов работы в прошлом году и приоритетным задачам на текущий год. В прошлом году экономика Якутии восстановилась после пандемии. Объем ВРП достиг 1 триллиона 459 миллиардов рублей. Республика – один из российских лидеров по росту промышленного производства и занимает 2-е место на Дальнем Востоке. Индекс промышленного производства достиг максимального значения за последние 11 лет и оценивается в 116%. Якутия в нацрейтинге «Инвестклимата» 3-й год подряд улучшает позиции и в прошлом году вошла в топ-10, сообщает пресс-служба главы правительства региона. Возможность строительства индивидуальных жилых домов в рамках программы переселения из аварийного жилья появится в республике с 2022 года. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Кирилл Бычков. Он отметил, что регион уже готов к реализации проектов по комплексной индивидуальной жилищной застройке. Отметим, что в Якутии уже реализуются первые проекты комплексной индивидуальной жилищной застройки. Так, в прошлом году в столице республики на переулке Базовый строят дома на общей площади около 3000 квадратных метров. В этом году должны ввести 32 деревянных частных дома с автономным газовым отоплением. Ключи от новых квартир торжественно вручили новоселам дома по улице Жарницкого, 10 в Якутске. Строительство началось в прошлом году. Дом возвели по новым уникальным для Якутска технологиям. Он совмещает в себе детскую площадку и общественное пространство на 2-м этаже здания. То есть для того, чтобы выйти на детскую площадку, детям не обязательно покидать дом, а взрослые могут спокойно посидеть на улице, тоже не выходя из здания. Дом двухподъездный на 121 квартиру. Во время вручения ключей первый зампред правительства региона Кирилл Бычков пожелал новоселам, чтобы в их доме было тепло и уютно. Это первый дом, во-первых, построенный республиканским ипотечным агентством как застройщиком. Это очень примечательно. Вот. Это та его функция, которая на самом деле должна быть реализована в полной мере. Сейчас, конечно, у них более амбициозные проекты, есть и воинская часть, где более 250 000 квадратных метров будет построены, с градопотенциалом до 500 000 квадратных метров в этом районе. Ну и крупные проекты в других городах, в Ленске, Нельме и так далее, так далее. Поэтому здесь, я думаю, вот такой пилотный проект, как говорится, с таким вкусом сделанный, первый, скажем, такой вот полноценный от и до построенный жилищный проект нашего акционерного общества «РИА». В Якутске и пригороде до 2024 года будет возведено 20 объектов образования. Это значительно снизит нехватку мест в школах столицы. Напомним, Владимир Путин еще в 2018 году поставил задачу перевести все школы России на обучение в одну смену. Наш корреспондент Влад Сергеев выяснял, как планируют расширить площадь школ, чтобы вместить большее число учеников.
В рамках программы Минпросвещения России в Якутске и его пригородах будет возведено 6 школ и 5 пристроек к существующим объектам. Так, дополнительный трехэтажный корпус в скором времени получит столичная школа номер 5. В нем будут размещены буфет, учительские, кабинеты социального педагога, лаборатории, тренажерный зал и помещения для отдыха учеников. Это, конечно же, дополнительные места для детей, которые принадлежат нашему району, нашей школе. Это обновленная материальная база. Ну и, конечно же, переход на односменную систему обучения. Ну, на данный момент у нас уже забито 67 свай. На следующей неделе они должны уже закончить свайное поле и приступить к заливке фундамента. Пристрой начали возводить и в Хатасах. Школа имени Парфения и Надежды Самсоновых была построена в 2004 году. Сегодня в здании, рассчитанном на 400 мест, обучается 947 детей. В тесноте да не в обиде агропрофилированная школа продолжает активно участвовать в конкурсах и реализовывать различные проекты. Наша школа с 2016 года работает в агронаправлении как агробизнес-школа. В этом направлении у нас очень много достижений наших обучающихся, наших учителей, чем мы очень гордимся. И, конечно, наша площадь для того, чтобы детей развивать в той полной мере, в какой мы хотели бы, она не отвечает. Новый объект будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью порядка 5000 квадратных метров. В нем будут располагаться 19 учебных кабинетов, столовая, библиотека, мастерская, а также спортивный и актовый залы. Сегодня на объекте продолжается работа по забивке свай. По графику производства работы школа, кладка должна начаться в апреле месяце. И также по графику производства работы, коробка школы и отопление, фасад должны быть закончены в декабре. Пристрой будет соединен с действующим зданием теплым переходом, где планируется разместить оранжерею. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит школе перейти в односменную форму обучения. Основная цель данного строительства – это переход с двухсменной на односменное обучение, поэтому мы планируем 9, 10, 11 класс при вводе данного пристроя, они будут обучаться в одну смену. И мы заранее с проектантом отработали, чтобы здесь обучение происходило с 5 по 11 класс. В рамках реализации программы Минпросвещения России пристройки также будут возведены к столичным школам номер 26 и 29, а также к школе села Пригородный. Новые же школы будут построены в Якутске на улицах Билибина, Чайковского, Пирогова, в микрорайоне ДСК и в поселке Марха. В общей сумме будет создано порядка 12 тысяч ученических мест. Власий Сергеев, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Хатасы, Якутск. Аномальные холода могут оставить бразильских фермеров без урожая кофе. Вполне возможно, что в этом году стоимость кофе тоже заметно увеличится. Подробности далее. Пожухшие листья и замерзшие ягоды. Именно так сейчас выглядит значительная часть кофейных плантаций в Бразилии. Аномальные холода, пришедшие на этой неделе в тропическую страну, нанесли огромный урон местным фермерам. Нет сомнений, что плантации придется вырубать, вероятно, весьма радикально, до самого корня. Мороз был сильный, он поразил все листья и ветви. Лишь после кардинальной обрезки растения смогут восстановиться. По предварительным оценкам бразильских властей, от мороза пострадали от 150 до 200 тысяч гектаров кофейных плантаций. Это около 11% всех посадок арабики в стране. Однако некоторые фермеры говорят, что потеряли гораздо больше. На этой плантации погибли около 80% растений, на другой 50%, на третьей около 20%. В среднем по региону потери составляют 30-40%. Бразилия является лидирующим мировым производителем кофейных зерен. После заморозков на этой неделе цены на арабику выросли до максимума за 7 лет. И вполне возможно, что для конечного потребителя стоимость кофе в этом году тоже заметно увеличится. Все в дело. Мексиканские исследователи начали использовать защитные маски для производства батарей. Подробнее об идее сотрудники института рассказали нашим коллегам.
По словам исследователей, новая технология позволяет производить тонкие и недорогие батареи, что способствует сохранению экологии во времена пандемии COVID-19. Они используют переработанные материалы для создания технологического продукта, который может быть широко используемым и практичным в будущем. Мы очень довольны нашим достижением, ведь оно позволяет нам вносить свой вклад в общество, особенно в условиях нынешней пандемии, которая, помимо проблем со здоровьем, несет риск для экологии. Переработка использованных защитных масок проходит в несколько этапов. Сперва исследователи проводят дезинфекцию материалов при помощи спирта и ультрафиолета, просушивают их и разделяют на слои, после чего маски покрывают химическими компонентами, и специалисты приступают к сборке батарей. Тем не менее, как отметил другой сотрудник института Джаред Руссо, исследователям также предстоит решить другие проблемы в ходе реализации этого проекта. Это проблема, которая выходит за рамки нашего учреждения. У нас уже есть устройства такого рода из различных частей. Как их подготовить для широкого применения – вот в чем вопрос. Также необходимо работать над другими вопросами касательно социального взаимодействия, финансирования и работы на уровне компании. Сейчас мексиканские исследователи решают вопрос о применении этого продукта для массового использования. Также работают над другими вопросами касательно социального взаимодействия, финансирования и работы на уровне компании. Замбийская компания запустила производство дизельного топлива и бензина из использованных шин и пластика. Проект может помочь стране сократить ежегодные расходы на импорт топлива и позаботиться об окружающей среде. Правда, у водителей есть сомнения, насколько качественный продукт им хотят предложить. Использованные шины, которые заполонили закоулки больших и малых городов Замбии, пожалуй, для местных жителей стали бельмом на глазу. Но для одной компании, которая занимается возобновляемыми источниками энергии, это возможность сколотить состояние. Покрышки она перерабатывает в топливо. Старую резину помещают в реакторы, где под воздействием катализаторов образуется бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Причем цена вдвое меньше по сравнению с продукцией обычных нефтеперерабатывающих заводов. Мы очищаем окружающую среду, когда вывозим все эти отходы и перерабатываем их. Положительный эффект заключается в том, что газ, бензин, дизельное топливо, которое мы производим, имеют более низкую себестоимость, чем то, что продают на заправках. Важно и качество нашего топлива. Мы производим дизель со сверхнизким содержанием серы и высокооктановый бензин. За сутки из 1,5 тонн старой резины завод производит 600-700 литров горючего. Правда, это капля в море по сравнению со 140 миллионами, которые Замбия потребляет каждый день. Но развитие таких проектов, считают некоторые аналитики, позволит снизить зависимость страны от импорта топлива и создать новые рабочие места. Любого, кто выдвигает идею, концепцию, которая позволит производить топливо в стране, необходимо серьезно поддержать, потому что она снижает зависимость от импорта. Это уменьшает нагрузку на покупку иностранной валюты. Если вам необходимо искать на приобретение топлива по 1 миллиарду 400 миллионов долларов каждый год, то понятно, почему национальная валюта постоянно находится под давлением. Водители в целом неплохо оценивают возможность покупать топливо из покрышек, но у некоторых есть сомнения. Я могу использовать такое топливо в своей машине, но если оно надлежащим образом сертифицировано и не возникнет никаких проблем. Да, это очень хорошая инициатива. Я не могу использовать топливо, в котором не уверена, и судя по шинам, я не думаю, что из него может быть хороший бензин. Есть и вопрос к тому, насколько подобные проекты можно назвать зелеными, особенно если касаться темы изменения климата. Для переработки отходов топлива требуется много энергии, а при использовании бензина все так же в атмосферу выделяется углекислый газ. Каменная статуя Муаи до этого времени экспонировалась в Музее естественной истории в столице Чили, Сантьяго. После церемонии передачи изваяния островитянам оно вернется на место происхождения. Каменной фигуре, известной как Муаи, предстоит неблизкий путь из Сантьяго до острова Пасхи или Рапануи, отстоящего от побережья Чили на расстоянии в 3219 километров. На автомобильной платформе изваяние будет доставлено в порт Вальпараисо, а затем оно продолжит путешествие на борту военного корабля.
Церемония передачи монумента наследникам древних скульпторов состоялась в Музее естественной истории. Посланцы островной общины исполнили по этому случаю традиционные пляски. Помимо муаи, на место происхождения вернутся останки предков и погребальные предметы. Представители коренных жителей Рапа-Нуи не оставляют надежд добиться того же от Британского музея в Лондоне. Как сказала министр культуры Чили Консуэло Вальдес, за те 1,5 века, что статуя хранилась в музее, на попечении его сотрудников тысячи людей смогли познакомиться с уникальной культурой Рапа-Нуи. Возвращение планировалось раньше, но его пришлось отложить на время из-за пандемии. Вероника Тукуи от лица соплеменников поблагодарила власти за этот шаг. Она отметила, что многие дети и подростки даже не подозревали, что этот муай с 1870 года находился в Сантьяго. Новым домом статуи станет антропологический музей имени падре Себастьяна Энглерта на острове Пасхи. Этот католический священник родом из Баварии провел там более 30 лет, до своей кончины в 1969 году. Помимо отправления богослужений и совершения таинств, он занимался изучением языка, обычаев и материальной культуры коренного народа. Со своей паствой отец Себастьян обращался довольно строго, но пользовался авторитетом. Норвежский путешественник Тур Хейердал, который во время своего визита на Рапа-Нуи также исследовал феномен статуи, называл его некоронованным королем острова Пасхи. В мире стало одним языком меньше. Умерла последняя хранительница ямана, языка одного из коренных народов Южной Америки. Никита Конев подробнее. Язык одного из коренных народов Южной Америки исчез после смерти его последней носительницы и хранительницы этой культуры. Кристина Кальдерон знала язык ямана, общины Яган, и после смерти своей сестры в 2003 году была последним человеком в мире, который мог говорить на нем. Женщина работала над сохранением своих знаний, создавая словарь этого языка с переводами на испанский. Она скончалась в среду в возрасте 93 лет. Последние годы Кальдерон провела в скромном доме и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков в чилийском городке Вилла-Укика. По словам ее дочери, Лидии Гонсалес, важная часть культурной памяти чилийцев исчезнет после смерти женщины. Тем не менее, Гонсалес рассчитывает, что словарь станет способом сохранить язык хоть в какой-то форме. Несмотря на то, что остались еще несколько десятков яганов, за поколение люди из общины перестали изучать язык. Исконная этническая группа населяла архипелаги крайнего юга континента, которые сейчас считаются территориями Чили и Аргентины. Далее, к эпидобстановке в Якутии. На 28 февраля выявлено 950 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 251 случай, в Вилюйском районе 45, в Среднеколымском 44, в Дерюнгринском 40, в Нюрбинском 39. И еще в 24 районах от 3 до 35 случаев. За сутки лаборатории республики исследовали 1791 пробу на коронавирус. В республике стартовала декада, посвященная Национальному дню здоровья. Несколько дней сотрудники медучреждений и волонтеры проводят множество мероприятий, которые позволяют вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также о необходимости его своевременной профилактики. Подробности у Надежды Саханской. Молодежь Якутии за здоровый образ жизни! Национальный день здоровья был учрежден в нашей республике еще в 2000 году по указу первого президента Якутии Михаила Николаева. Это важная дата для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. Так, в Якутске состоялась акция, где каждый желающий мог получить консультацию терапевта, измерить уровень артериального давления, пройти экспресс-тесты на определение уровня сахара и холестерина в крови, а также узнать свой ВИЧ-статус. Отметим, что акция организована Минздравом республики совместно с движением «Волонтеры-медики». Что мы обычно включаем? Это основные, так скажем, постулаты здорового образа жизни. Это правильное рациональное питание. Это соблюдение питьевого режима, это соблюдение, так скажем, сна, да, здорового сна. Это активный образ жизни, то есть это больше физической активности в свою жизнь включать. Конечно же, это отказ от вредных привычек, от курения,
от чрезмерного потребления алкоголя. С каждым десятилетием продолжительность жизни человека увеличивается. Все это благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и, конечно, ответственному отношению к своему здоровью. Также сегодня в рамках Национального дня здоровья в торгово-развлекательном комплексе Туймада волонтеры-медики совместно со СПИД-центром республики проводят акцию для того, чтобы граждане нашей республики узнали свой статус об основных инфекциях – ВИЧ, гепатит групп В и С и сифилис. А можете вы здесь пройти, пожалуйста? Результаты такого теста граждане получают в течение 15 минут. Следует отметить, что весь инструментарий, используемый при таком экспресс-анализе, одноразовый и стерильный. Якутский СПИД-центр, сотрудники которого принимают в декаде здоровья самое активное участие, все же делятся неутешительными данными. Сегодняшний день статистика по Республике Саха-Якутия у нас напряженная. На 1 февраля 2022 года у нас на учете стоит 2889 ВИЧ-инфицированных. Это кумулятивное число всех зарегистрированных с 1996 года. Республика Саха-Якутия занимает по Дальневосточному федеральному округу 4-е место. И у нас вот на диспансерном наблюдении учете у нас состоит 1001 ВИЧ-инфицированный человек. Однако с каждым годом жители Якутии все ответственнее относятся к своему здоровью. Прошедшее мероприятие – только начало декады здоровья. Так, в ближайшее время в медучреждениях пройдут акции для многодетных семей. Кроме того, для населения будут организованы профилактические медобследования, диспансеризация и лекции на тему здоровья в дистанционном формате. А в центрах женской консультации, перинатальных центрах и акушерских отделениях состоятся занятия школы молодых мам. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня медработники Алданской центральной районной больницы отправились в самые отдаленные уголки района. В селах Чагда и Кутана специалисты проведут медицинские осмотры взрослых и детей. Диспансеризацией и профосмотрами охватывается все население района. В отдаленные поселки медицинская бригада направляется ежегодно. 10 сотрудников выехали из Алдана рано утром. Основная часть пути пролегает по Зимнику. Ожидается, что в Чагде путники будут поздно вечером. Работа с населением запланирована на 2 дня. Затем бригада поедет в Кутану. Вместе с дорогой командировка займет неделю. Помимо профилактических осмотров, медработники сделают назначения и скорректируют тактику лечения пациентам с хроническими заболеваниями. Население, считай, дальние районы, не каждый сможет выехать оттуда. То есть дорога только зимой по Зимнику, летом по реке на лодке выезжает. Ну, ждут постоянно, конечно, потому что люди некоторые оттуда и не выезжают, можно сказать, там годами. Так что заранее уже готовятся, ждут, очереди занимают. На этой неделе в Якутске продолжатся рейды по регистрации домашних собак в управах города. По информации Владислава Слепцова, начальника департамента по развитию территорий, на прошлой неделе совместными с управлением ветеринарии рейдами было охвачено 182 адреса, выявлено 145 хозяйских собак. Из них 85 были не зарегистрированы в установленном порядке. Также управы проводили самостоятельные рейды, в том числе с привлечением участковых полиции. Как было заявлено, штрафные санкции к владельцам животных пока не применяются, проводится разъяснительная работа. На этой неделе рейды по регистрации собак будут продолжены. Челлендж «Помоги детям природы» Якутского отделения Русского географического общества продолжается. На этот раз активисты общества совместно с инспекторами особо охраняемой природной территории Кенкеме развернули работу в местности Аппа-Ана по подкормке диких копытных животных. Во время мероприятия участники челленджа построили кормушку, выложили сено, кормовую соль и развесили веники. По словам инспекторов, благодаря биотехническим мероприятиям обеспечивается улучшение кормовых и защитных условий обитания зверей, что повышает биологическую и хозяйственную продуктивность на особо охраняемых природных территориях. Прежде всего, конечно, мы призываем участвовать в этих проектах наших школьников, обращаемся к школам, потому что это акции направлены прежде всего на подрастающее поколение, которое
должно знать и должно участвовать в таких мероприятиях. Это имеет очень важное воспитание экологической направленности. Житель села Чистенькое в республике Крым Дмитрий Бердников во время пробежки приютил собаку. Давайте узнаем все подробности. В тот день у Дмитрия был план пробежать 12 километров. И вдруг к нему присоединилась собака. Животное около часа не отставало от темпа мужчины. Дмитрий говорит, лапы короткие, а дух бойцовский. До этого места она пробежала уже километра 4. И я уже понял, что она идет со мной. Побежали. Итак, собака пробежала с Дмитрием около 7 километров. Это около часа. Конечно, темп бегун немного сбавил, тем не менее собака показала очень достойный результат. Уже на 4-м километре совместного бега мужчина решил, что заберет животное себе. Бонька, в общем, ко мне прицепилась примерно вот аж вот за тем холмом. И за мной бежала неустанно все время. И примерно на этом месте я решил, что она не отстанет от меня, и поэтому уже начал ее, наоборот, подзывать и всячески подбадривать. Теперь собака, получившая кличку Боня, стала членом семьи Дмитрия и хорошо ладит с другими питомцами крымчанина. Я решил ее взять, потому что, во-первых, мне уже ее стало жалко, а во-вторых, я смотрю, что она таким же сильным духом, в общем, как и я. И очень похожая со мной по духу. Добренькая собачка, очень ласковая, всем нравится, прям стала друг и член. И стержень пока семьи. По словам Дмитрия, если найдется прежний хозяин, мужчина вернет хвостатого. Но если вдруг такового не случится, она будет жить у нас, подчеркнул Бердников. Самый северный бриллиантовый цирк Якутии готовится к весеннему сезону. Труппа не только репетирует номера, но и проходит специальные тренинги и мастер-классы. Для актерского состава цирка психологические тренинги, стратегическую сессию и деловую игру проводят специалисты некоммерческой организации «Индустрия будущего». Эти мероприятия должны помочь коллективу настроиться на плодотворную работу, снять напряженность и разработать планы и задачи на ближайшие годы. Отметим, что в 2024 году бриллиантовый цирк Якутии отметит юбилейную дату. Уже началась подготовка к этому событию. В рамках стратегической сессии под названием «Наш цирк, наше будущее» мы делаем такую перезагрузку коллектива, коллективной деятельности, чтобы государственный цирк перешел на новый виток развития. Такой запрос у руководства и всего коллектива. У них есть большое пожелание найти новые направления. И сегодня коллектив будет работать по 4 станциям, 4 направлениям, где они будут каждый предлагать свои идеи, например, по новой программе, по продвижению цирка, по решению текущих сложностей и барьеров для развития, ну и также по строительству второй очереди цирка. В Екатеринбурге в центре Эрмитаж Урал открылась выставка «Русский портрет XIX века». Проект реализуется Екатеринбургским музеем изобразительных искусств совместно с Государственным Эрмитажем. Выставка включает в себя 57 полотен, почти 3 десятков русских живописцев. Здесь представлены работы Бориса Кустадиева, Карла Брюлова, Николая Гея и многих других. Гости смогут проследить эволюцию русской портретной живописи на протяжении целого столетия. Особое место в экспозиции занимают парадные портреты членов императорской династии. Среди бесспорных жемчужин выставки портрет императрицы Марии Федоровны в русском платье Ивана Крамского. В Москве дали старт акции «Я люблю тебя, мама», приуроченной к Году матери в Якутии. Организаторами выступили издательский дом «Илтумен» и Почта России. Открытки могут отправить своим матерям студенты из разных регионов страны и военнослужащие якутяне. Как выглядит открытка, где и как ее получить, расскажет Айсана Бурнашова. Если мама получит письмо через Почту России, это будет радость и счастье вдвойне. Я в этом просто уверена. И она навсегда, я уверена, эту открытку сохранит.
Малыш – теплые объятия мамы, а рядом главные слова. Эта открытка станет еще одним поводом для улыбки и радости самого близкого и родного человека. Признаться в любви маме, особенно если вас разделяют тысячи километров, очень важно. Акцию уже поддержали студенты центральных вузов страны. Я думаю, что для всех студентов, которые обучаются в Москве и вообще обучаются вдали от родины, это уникальная возможность сказать такие простые, но такие важные слова своей матери. Для меня моя мама, моя семья — это связь с родиной. И так же, как я скучаю по дому, так же я скучаю по своей маме. Яркий дизайн открытки передает всю любовь матери и ребенка. На оборотной стороне графы отправителя и получателя, места для марок и записей. Акция проводится впервые. Специально для этого флешмоба организаторы уже выпустили 2500 дизайнерских открыток. В течение года планируется также выпуск дополнительных 2500 экземпляров. Открытки уже сегодня можно отправить из разных городов России самому близкому человеку – маме. Представительства Якутии в Москве, Петербурге и Владивостоке уже ждут своих отправителей. На днях открытки поступят в Хабаровск, Новосибирск и Екатеринбург. Идет работа с военкоматами Дальневосточного федерального округа. Юбилейные экземпляры также можно распечатать самостоятельно. Они находятся в открытом доступе на сайте sahaparlament.ru. Акция пройдет в течение всего года, поэтому те, кто не успеет присоединиться к 8 марта, поздравить мам, может поздравить в течение года и с нашим юбилейным традиционным праздником ИСЭХ, и ко Дню матери в ноябре месяце. В декабре мы подведем итоги и узнаем, сколько же человек поддержал и участвовал в этой акции. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Молодежный фестиваль «Мосустар» с охватом всех районов республики стартует в марте. Цель мероприятия – поддержка талантливой молодежи. В отличие от прошлогоднего фестиваля, в этот раз планируется провести мини-Мосустар в районах, а победители конкурсов попадут на главное шоу фестиваля. Подробности у Марферины Алексеевой. Коллеги, приветствую. В этом году фестиваль «Молодежный Мосустар» пройдет 25 и 26 марта в Якутске. Ну а отборочные этапы в районах уже начались. Сейчас мы пообщаемся с Александром Сысоевым и подробнее узнаем о том, какие же нововведения ожидает молодежь в этом году. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что изменится? Что ждет молодежь? Ну, в этом году очень много изменений, начиная от продолжительности самого фестиваля, заканчивая треками, новыми направлениями, новыми хедлайнерами и участники в целом со всего Дальнего Востока, а также в онлайн-виде с охватом всей Российской Федерации. Вот вы сказали, есть изменения в треках. В прошлом году было 10 направлений различных. Да. В этом году какие изменения? В прошлом году было 10, как вы правильно сказали. В этом году уже 12. Мы добавили 2 трека. Это прежде всего молодой ученый направление мы добавили, потому что хотим дальше поддержать молодых ученых, а также направление ESG. Это международный термин, который обозначает в целом линию по экологии, по защите природы в целом в Республике Саха-Якутия. Вот как мы сказали, то, что отборочный этап уже начался в районах. То есть как он проводится? Это нововведение тоже 2022 года. В этом году мы отдельные квоты дали для всех районов республики. Ребята с прошлой недели уже начинают проводить свои фестивали по разным трекам. Кто-то охватывает все 12 треков, кто-то 5-6 по своим возможностям. И по квоте они будут приезжать. Будут отобраны самые достойные, талантливые и, скажем так, позитивные молодые люди со всех районов республики. Они в целом будут работать здесь целых 2 дня. Поэтому как бы 2 раза у нас повышается работа, расширяется, можно сказать, чем в прошлом году. Правильно ли я понимаю, в прошлом году тоже принимала участие, и мы это все организовывали онлайн. То есть сейчас они реально приедут и будут здесь, в Якутске, принимать участие? Да, с учетом коронавирусной инфекции мы в этом году тоже проведем в гибридном формате. Это офлайн и онлайн. В прошлом году в режиме онлайн порядка посмотрели 90 миллионов человек наше мероприятие. Да, в этом году мы еще хотим увеличить, поэтому и офлайн участие будет в «Триумфе». Будут работать 12 корнеров, и целых 2 дня ребята там будут работать, общаться и развиваться. Кроме этого, будет онлайн-регистрация, и поэтому скоро у нас запустится сайт на днях, да, уже, поэтому всех призываем активно
записываться и принимать участие. Кроме этого, в этом году у нас будут федеральные гранты разыгрываться. До 1,5 миллиона рублей могут участвовать не общественные организации, да, как у нас принято всегда, а в этом году уже физические лица. То есть любой человек, если ему возраст от 14 до 35 лет, он может подготовить проект и участвовать. Сумма гранта начинается от 5000 рублей, и максимальная сумма это 1,5 миллиона рублей, 1 500 000. Прекрасная сумма. Все проекты, хорошие проекты, поддержанные федеральными экспертами, они получат поддержку, и в течение года будут они реализовывать. Ну и последний вопрос, я думаю, всем очень интересно, какие же гости будут? Есть ли какая-то информация? Гости будут очень высокого уровня, не только это уровень Российской Федерации, но и мы пригласили людей мирового масштаба, поэтому сегодня пока раскрывать тайну не буду, но об этом все узнают. Спасибо вам большое за общение. Ну, а на этом пока все. И эту тайну мы, думаю, узнаем уже сегодня в вечерних новостных эфирах, коллеги. В Якутии представят уникальную выставку «Национальные сокровища России. Москва-Якутск-2022». Ценности Госфонда страны можно будет увидеть в залах сокровищницы республики. Уже в апреле выставка приурочена к столетию образования Якутской АССР. Какие изделия украсят выставку и чем удивит экспозиция? Большая императорская корона – реплика, ничуть не уступающая оригиналу. Ее создали смоленские мастера в 2012 году как отражение ювелирного искусства 21 века. Корону украшают более 11 тысяч бриллиантов, десятки белых жемчужин, выстроенных в 2 ряда. Венчает изделие редкий по величине камень – турмалин. Большая императорская корона, настоящая, подлинная, хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Это международная традиция. Они не покидают стен своего хранения. А вот те предметы, которые сделаны по мотивам крупных исторических памятников, они имеют право покидать хранение. Вместе с короной также максимально приближенными к оригиналам изделиями являются скипетр и держава. Впервые в истории Гохрана России эти регалии предстанут на выставке комплектом. Уже в апреле их и еще около 100 ценностей смогут увидеть жители республики. Ювелирные работы 19 века, изделия 20-го столетия, памятники нумизматики. Гордость коллекции – именные алмазы, названные в честь якутских деятелей. Они также поедут в республику впервые. Амосов, Исидор Барахов, Платон Аюнский, Аржаков. Эти камни были найдены на территории Якутской республики. Это знаменитые трубки «Мир», на весь мир знаменитые, и трубки «Удачные». Мир драгоценного камня, он безгранично велик. И важны не только стоимости, но прежде всего важно уважительное отношение к тем людям, в честь которых они названы. На выставке в Якутске также будут представлены и голограммы банта Склаважа и ордена Святой Екатерины. Трехмерные изображения неотличимы от настоящих, исходных. Они передают и игру бриллиантов, и блеск камней, и объем настоящих изделий. И люди могут совершенно доступно ознакомиться с предметами, которые на самом деле хранятся в Московском Кремле на выставке «Алмазный фонд». Но, как мы с вами знаем, предметы выставки не могут покидать стен своего постоянного экспонирования, а вот в виде голограмм мы как раз можем широкой общественности и показать. Сокровища на пластинах один в один, как в Московском Кремле. А еще экспонаты, дошедшие до нас сквозь века, шедевры, которые создавались кропотливым трудом ювелиров. Выставка Гохрана России уникальна и однозначно станет одним из знаковых культурных событий, посвященных столетию образования Якутской АССР. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Теперь о спорте. Хоккеисты из Якутии считаются одними из лучших мастеров клюшки на Дальнем Востоке. Столь высоких позиций они добиваются тяжелым трудом и беспрекословным следованием, советам и наставлением тренера. Об одном из хоккейных тренеров Якутии мы вам сейчас расскажем. Я сейчас нахожусь в замечательном ледовом дворце Элей-Ботур, где тренируются юные спортсмены. И сегодня мы с вами поговорим про профессию хоккейного тренера, в частности, про победу нашей сборной на играх в Новосибирске.
Друзья, сейчас после массового катания вновь прошла машина. Машина, кстати, с ножами срезает верхний слой льда и сразу же заливает это все горячей водой. И уже буквально через 15 минут каток готов принять следующих желающих покататься. Вот. Но мы сейчас, кстати, хотели бы с Денисом еще пообщаться насчет тренерской работы. Денис, вы являетесь тренером, хоккейным тренером? Да, хоккейного клуба тренируете «Полярные волки». «Полярные волки». И в основном работаете с детьми? Да, с детьми, но также с любителями, с взрослыми. Но основная работа моя – это с детьми. Я занимаюсь вот уже 2022 год, 12 год. 13 год я уже занимаюсь тренерской деятельностью. В 2010-м закончил Сибирский государственный университет физической культуры в городе Омске по специализации хоккей, тренер по хоккею. Вот. И прожил здесь, 15 лет уже. Недавно, вот, буквально недавно состоялись соревнования в Новосибирске, где ваша команда заняла золотую медаль, первое место. Можете поподробнее рассказать об этом? Да, с 11 по 14 февраля у нас проходил турнир в городе Новосибирск. Турнир называется «Сибириус». Вот, достаточно хороший турнир. Вот, команды были у нас с Приморья, команда была с Алтая, и также было еще 3 команды с Новосибирска. То есть, судя по счетам, можно сказать, что победа была легкой, но это совсем не так, потому что в 4 матчах из 5 у нас борьба была буквально до последних минут 3-го периода. То есть было ничего не ясно, то есть в какие-то моменты мы даже проигрывали, но в конце, в 3-м периоде у нас вот именно какой-то 3-й период волшебный был. То есть мы додавливали соперника и забивали именно в 3-м периоде в конце много шайб. И, скажем так, фортуна была на нашей стороне и удача. Ребята проявили невероятный характер. То есть в какие-то моменты очень тяжело было собраться, потому что заходили иногда очень курьезные шайбы в наши ворота. Но мы с Александром Сергеевичем Чернокнижным старались очень сильно заряжать ребят, передавать энергию, вообще просто настроить их на бой. Последний бой, можно сказать. И все получилось, то есть ребята проявили характер, потому что, зная наших детей, они еще как нам треплют нервы с тренером, с Нерюнгри. Вообще иногда доводят нас до истерики, но тем и ценен этот вид спорта, он и дарит такие эмоции незабываемые. То есть все эти турниры с моими детьми, да, я их никогда не забуду, до глубокой старости буду вспоминать и вспоминать с теплом, потому что таких эмоций мне ничто не дарит. Поподробнее о составе команд. Я правильно понял, что это 2 команды с Якутска и с Нерюнгри, они объединены в одну единую? Да, совершенно верно. У нас 12 человек с Якутска были и 5 человек с Нерюнгри. У нас сборная команды. Это уже не первый турнир, мы уже порядка 3 лет ездим таким составом. То есть, и всего 1 турнир выездной мы приехали без кубка. То есть везде мы занимаем призовые места. Это турниры были благовещенские, в Старом Осколе, в Казани, в Владивостоке и вот сейчас Новосибирск. Ну, еще раз поздравляю вас с замечательной победой. И, спасибо. Может быть, какие-то пожелания зрителям, возможно, даже пожелания по поводу безопасности поведения на льду. Сейчас в городе Якутске открывается большое количество весенних катков, да? Может быть, несколько советов от вас. Ну, я вам советую, прежде всего, быть аккуратными. Смотрите по сторонам. Это очень важно, потому что много лихачей. Прежде всего, не поскупитесь на защиту, на локотники, на коленники. Самое главное, шлем. Если есть возможность, возьмите на прокат. Если нет возможности, возьмите у друзей. Если нет возможности, найдите возможность. Вот так. Ну что, друзья, как всегда, это самое главное — безопасность, особенно на льду, особенно весной, когда светит солнце, и мы, якутяне, выходим из своих квартир на улицы. Друзья, ну что, мы желаем вам доброго утра, ну и, конечно же, отличного настроения.
Открытие горнолыжного спуска провели в Алданском районе. Склон Силигдар, несомненно, послужит развитию горнолыжного спорта, развитию массового спорта и зимнего туризма в Южной Якутии, а также займет одно из лидирующих мест туристической отрасли республики, сказал заместитель министра по физической культуре и спорту республики Александр Бугаев. Он поблагодарил администрацию района, золотодобывающую компанию «Полюс Алдан», холдинг «Силигдар» и руководителей предприятий, которые оказали содействие в строительстве горнолыжного спуска. Ранее глава Якутии Н. Николаев отмечал, что объект имеет серьезное значение для развития массового и профессионального спорта, а также для повышения туристической привлекательности района. Дорогие алданцы, города, сегодня мы открываем горнолыжный спуск «Силигдар», вводим в эксплуатацию канатную дорогу. Поздравляю всех с этим радостным и долгожданным событием. Уверен, что это послужит дополнительным стимулом в развитии как массового спорта, так и внутреннего туризма в районе. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. Ну а чем запомнился этот день, расскажем прямо сейчас. На календаре 28 февраля. Сегодня отмечается Масленица – День общественного сна. По народному календарю наступает День Анисима Овчарника. На Анисима зима становится безрогой. Считалось, что зима борется с весною. Кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. В этот день открылось Вестминстерское аббатство. Готическая церковь в Лондоне – традиционное место коронации монархов Великобритании. В Петербурге открылся первый кадетский корпус. Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома, что позволило объяснить химические и оптические свойства атомов. За эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией. Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс синтезировал полиамидную смолу. На ее основе было создано новое синтетическое волокно, которое получило название нейлон. В этот день родились Ани Жирардо, французская актриса театра и кинорежиссер. Виктор Туганаев, советский и российский эколог, писатель, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Алла Сигалова, советский и российский хореограф, актриса, педагог, заслуженная артистка Российской Федерации. Дороти Стратон, канадская и американская модель, актриса. Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья. А сейчас давайте узнаем, какой будет эта неделя, по мнению астрологов. Овен. Если почувствуете, что мир состоит только из негативных людей, лучше сейчас отказаться от любого рода контактов. В конце концов, вы, дорогие овны, настолько самодостаточны, что и в одиночестве вам скучно не будет. Телец. С каждым днем ваша уверенность в себе будет расти. Личное обаяние, острый ум и развитый интеллект привлекут внимание других людей. Активнее используйте это время. Близнецы. Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел. Нацелиться следует только на то, что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь вмешаться в судьбу кого-то другого, ничем хорошим это не закончится. Рак. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях. Активно озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. Если четко сформулировать и правильно донести мысль, она непременно найдет сторонников. Лев. Гороскоп на эту неделю призывает вас принимать во всем происходящем самое живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение той или иной ситуации значит добровольно отдать шанс на успех кому-то другому. Дева. Что посеешь, то и пожнешь. Это применимо для всех жизненных сфер. Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не исключает, что девы будут вынуждены вырваться из мира фантазий и грез. Весы. Начните неделю с решения мелких и второстепенных задач. Активнее используйте помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку. Такого рода партнерство, помимо практических результатов, отлично повлияет на настроение в целом.
Скорпион. Время заняться собой появится к выходным. Астрологическая картина этой недели не исключает романтических знакомств, что поможет открыться второму дыханию. Еще одним источником вдохновения для многих из вас могут стать творчество, спорт и интеллектуальные задачки. Стрелец. На этой неделе нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Избегайте людей, которые относятся с завистью к вашим успехам. Козерог. Удача на этой неделе сама бежит к вам в руки. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога. Правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Водолей. Лучшие результаты принесет чуткий подход к близкому человеку. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Рыбы. Перед вами открываются заманчивые перспективы. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот из них, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. В завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снегопад и минус 19, ближе к ночи ожидается минус 22, порывы ветра от 3 до 8 метров в секунду. В Нерюнгеле тоже идет снег, минус 16, ближайшей ночью температура воздуха составит минус 19 градусов. В Ленске солнечно, минус 14, ночью температура воздуха опустится до минус 16 градусов, ветер до 6 метров в секунду. В Мирном тоже солнечно, минус 16, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба, ветер до 5 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 20 градусов, в ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 27, ветер от 2 до 5 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Всего доброго и до свидания.